Дуслар, барыгызга салям, всем привет! Вы на канале YouTube Татарочки, меня зовут Алсу Хафиз, а за камерой Айнур Ахметов. У нас уже почти полгода не выходили ролики про тюркские народы, и сегодня мы вновь продолжаем эту серию. Уже вышло, на канале есть 6 видео, в котором мы рассказываем про 27 народов. Если вы их еще не видели, обязательно посмотрите. Ну а сегодня мы расскажем про тех, кого осталось совсем немного. Сегодня в поле нашего внимания те народы, численность которых достигает 10 тысяч человек и меньше. Информации о них, к сожалению, крайне мало, поэтому мы отойдем от нашей привычной схемы описания народа, где мы говорили про язык, про известных представителей, про какие-то особенности народов, а ограничимся только той информацией, где проживают эти народы, ну и расскажем какие-нибудь интересные факты, которые заслуживают вашего внимания. Поехали! Итак, первый народ на сегодня – это югуры или желтые уйгуры. Это один из официально признанных народов Китая, и, по всей видимости, их на сегодняшний день насчитывается не более 15 тысяч человек. Разговаривают они на тюркском, сарык-югурском и на монгольском шира-югурском языке. Некоторые группы говорят на китайском и тибетском языках, и большинство представителей этого народа исповедуют ламаизм. Все группы этого народа знают китайский язык, пользуются им, пользуются иероглифами на письме, и это, наверное, то единственное, которое объединяет представителей этого тюркского народа. Какие интересные факты нам удалось найти про этот народ? Например, известно, что в большинстве своем югуры моногамны, и даже если в семье назревает конфликт и пара собирается развестись, то официально они эти отношения не оформляют, а просто перестают жить вместе. Супруги не считаются разведенными и не могут вторично вступить в брак. Кроме того, нельзя вступать в брак с кем-то из своего рода. Дети носят имя рода отца. Женщины этого народа могут занять место мужчины в семье в том случае, если в семье не родилось сыновей. И для этого даже придумали специальный термин. В этом случае дочка имеет право встречаться с мужчинами, и дети носят ее фамилию. Такие девушки называются сурукчин, поддерживающие дом как главная жертв юрту. И другое ее название сактуткан, хранящая двери или продолжающая род, то есть дочь в роли сына. Молодежь в настоящее время такого обычая практически не придерживается. Отдельно еще расскажем про обряд похорон этого народа. Тело умершего сжигают в определенном месте, через 3 дня собирают пепел и закапывают. Молодых людей хоронят в одежде, в земле, как положено у большинства народов. Через несколько лет могилу раскапывают, собирают останки и сжигают, и с пеплом проделывают те же самые манипуляции. А умерших младенцев взрывают около дома. Следующий тюркский народ численностью меньше 10 тысяч человек – это долганы. Они уже живут на территории России, и их можно встретить в Красноярском крае или на территории Саха-Якутии. Долганы считаются самым северным тюркоязычным народом. Казаки, которые пришли на эти земли, давали долганам, ну и другим местным аборигенам при крещении свои фамилии. И до сих пор эти фамилии используются в народе, и поэтому можно встретить среди долган Кудряковых, Жарковых, Чуприных и Поротовых. В советское время было принято официальное наименование долган-саха. В переписях народ относили к саха, и позже долганы были вынесены как отдельный народ, но также формально продолжали относиться к саха. В 1973 году вышла первая книга на долганском языке. Это был сборник стихов, который назывался «Барахсан», а автор этой книги была Огдо Аксенова. В 1984 году появился долганский букварь, а долганская письменность на основе русского алфавита была принята в 1970 году. На момент 2018 года долганский язык изучался в 5 дошкольных учреждениях и на уровне начального обучения в 13 школах, на уровне основного и среднего обучения в 8 школах. Еще надо сказать, что долганы проживают и на Таймыре, и вот и в одной из районных таймырских газет до сих пор выходит страничка на долганском языке. И на этом же языке ведет передачи местное радио в Дудинке. Поскольку долганы на сегодня считаются коренным народом Таймыра, вымирающим народом Таймыра, то кое-какие действия и бюджеты на сохранение этого народа выделяются. Дальше мы с вами перемещаемся в Монголию и поговорим о народе хотоны. Хотон тоже по разным оценкам от 10 до 11 тысяч человек, как я уже сказала, они проживают на территории Монголии. Есть несколько версий происхождения этого народа.
Самое распространенное заключается в том, что в этногенезе хатонов есть сильный кара-кыргызский след, и, кроме того, их происхождение связывают с уйгурами. Интересен тот факт, что несмотря на большое количество смешанных браков, хатоны сохраняют памирский тип лица и до сих пор не похожи на монголов. Чтобы понять, что такое памирский тип лица, нужно представить, допустим, узбеков. Ранее хатонами использовался собственный язык тюркской группы – хатонский язык. В настоящее время хатоны полностью перешли на диалект ойротского языка, который распространен в той местности Монголии, где хатоны проживают. Исторически хатоны исповедовали ислам, но со временем они переняли местные верования и стали приверженцами шаманизма, буддизма и утратили большинство исламских обрядов. Но представители народа сохраняют память о тюркском и мусульманском прошлом. В некоторых обрядах, например, читаются отрывки мусульманских молитв на хатонском языке и сохранилась традиция мужского обрезания. Вот так мы с вами сегодня быстро двигаемся, переходим к следующему народу. Это сегодня единственный народ, с представителями которых мне довелось пообщаться, это шорцы. Они также проживают на территории России. Их можно встретить на юге Кемеровской области, и сегодня этот народ делится на две этногруппы. Южную или горно-таежную. В начале 20 века область проживания южных шорцев получила название Горная Шория. И вторая группа, степная, лесостепная или северная, это так называемые абинцы. По языку шорцы наиболее близки к алтайцам и хакасам, а по культуре также к алтайцам или чулымцам. До 26 года обе эти группы, и северная и южная, называлась татар-киджи или татар-кыше, и до сих пор это самоназвание еще в некоторых местностях сохраняется. В прошлом шорцы формально считались православными, фактически же у них сохранялось тенгринянство. И такой интересный факт. Шорцы отмечают Мылтык-Пайрам, праздник всех шорцев, и в этот день принято есть пельмени со спрятанными в них мелкими знаковыми предметами, например, спичкой, монетой, бумажкой и тому подобными. И отмечается этот праздник 18 января. Каждая вещь олицетворяет какое-либо событие, которое должно произойти в нынешнем году. Жили всегда большими семьями. Еще качая на руках или в люлечке, уже пророчили ему будущее хорошего охотника, хорошего семьянина, крепкого богатыря. Он будущий защитник семьи, он будет ее охранять, оберегать, кормить, как мы говорим. Это было всегда в шорской культуре. Остаемся на территории Кемеровской области, еще немного захватываем Алтай и поговорим о таком народе, как кумандинцы. Сразу скажу, что кумандинцев встретить нелегко, потому что их осталось очень мало, но все-таки на территории России они еще существуют. Кумандинцы, как отдельная нация, были учтены лишь в переписи 1926 года и после этого только в 2002 году. Тогда, на момент 1926 года, на территории СССР кумандинцев насчитывалось 6327 человек, и далее их считали только в составе алтайцев. После того, как кумандинцев признали коренным малочисленным народом, последние три переписи их уже учитывали как представителей отдельной нации. Другое название кумандинцев – «Дети гор». По преданию, во времена Всемирного потопа кумандинцы на плоту приплыли к вершине горы Елтош. Когда вода сошла, люди спустились вниз и поселились на склонах. Для каждого племени эти склоны стали священными, а огромный плот так и остался на вершине. С тех пор это место особо почитаем, особенно среди мужчин. Надо сказать, что Елтош – это мужская гора, и на эту гору не имеет права заходить женщина. Туда мужчины ходят для разговора и успокоения, она несет им благо. А для женщин есть своя гора, она называется Кызырк. Это женская гора, сюда женщина может прийти поплакаться. Чаткын чадынырың чүйетігіні болсын, чөргін чолың ұрысты болсын. Только чек, она парсон только чек.
Аю-аю-аю-гай, сарабитым, тапыгам, рытым топардым ош. Такой вот наш очень малочисленный и короткий выпуск сегодня завершают телеуты. По культуре они очень тесно связаны с алтайцами, и вообще до 1993 года они считались этнотерриториальной группой алтайцев. Современные телеуты компактно проживают в районах Кемеровской области. Этноним телеут, равно как теленгит или телес, восходит к древнетюркскому этнониму теле. История народа теле прослеживается с 300-х годов нашей эры. У телеутов есть прекрасная древняя традиция, гостей нужно встречать с песней. По мнению телеутов, с помощью песни открывается сердце, и гость в ответ тоже должен спеть «Сердце свое тебе открыть». Тогда оба, и гость, и хозяин, обязательно найдут общий язык. Но, к сожалению, из обихода эта песенная традиция уже вышла. Мне кажется, пора ее возрождать. И вообще и другим народам тоже. Кроме того, раньше телеуты верили, что силу рода защищают специальные куклы-обереги, но, к сожалению, сейчас эта традиция вымерла. Люди, посвященные, оживляли этих кукол, вырезали им лица. Старший в роду раз в год кормил их саламатом из муки и масла при помощи огня, орчины и молока. Куклы передавались из поколения в поколение, оберегая род. У телеутов тоже есть праздник пельменей. К этому дню всей семьей лепят много-много пельменей в форме полумесяца. Ну и пельмешки, конечно, не простые, а сюрпризом с монеткой внутри. Монетка – это символ большой удачи. Дуслар, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте поставить ему лайк, написать комментарий, отправить этот ролик своим друзьям, родным и близким, всем, кто интересуется тюркской культурой. Если не посмотрели наши предыдущие ролики про более многочисленные народы, про которые мы говорим более подробно, очень интересные ролики, там много интересных комментариев под ними. Спасибо, что остаетесь на нашем канале, поддерживайте нас как можете. Всем здоровья, мира, пока-пока.